Презентация сборника материалов второго Абхазского форума молодых ученых стала важной площадкой для обменов опытом и подведения итогов научной работы подрастающего поколения исследователей. Организаторы отмечают, что в сборник вошли труды начинающих исследователей, которые уже сейчас показывают серьезный, подготовленный подход к науке. Сегодня мы представляем сборник, вобравший в себя лучшие работы участников второго форума. Это не просто подведение итогов, это фиксация состояния современной абхазской науки глазами ее молодых исследований. Темы, затронутые в статьях, охватывают широкий спектр разных направлений, от гуманитарных до естественных наук. Многие из них имеют прямое прикладное значение. Участие в таких форумах дает молодым исследователям уникальный шанс взаимодействовать с коллегами не только из Абхазии, но и из-за рубежа. Это возможность получать актуальные данные, обмениваться информацией и расширять горизонты своей научной деятельности, рассказывает молодой ученый Рашид Свижба. Соответственно, в 2024 году прошел второй Абхазский форум молодых ученых, в котором я принимал участие. Тема моего доклада и статьи – это листостебельные мхи Абхазии, которыми я занимаюсь с 2016 года и по сей день. На данный момент учусь в аспирантуре и, соответственно, пишу кандидатскую тему по мхам Абхазии. В частности, это будет растительность мхообразных Абхазий. Во-первых, это апробация работы, это один из важных этапов при защите кандидатской диссертации. Ну и во-вторых, конечно, это, я считаю, что большая оценка труда, когда вот твоя статья, твой, в принципе, доклад выходит в сборник, и, в принципе, это дает шанс другим исследователям не только в Абхазии, но и за пределами для получения какой-либо информации. С приветственным словом к участникам обратился президент Академии наук Абхазии, академик Зураб Джапуа. Он подчеркнул стратегическую важность поддержки науки со стороны государства и напомнил, что развитие исследовательской сферы – это вопрос национальной безопасности. Академик заявил, что за старшим поколением ученых уверенно следует молодая когорта исследователей, готовая продолжать глубокие традиции научной мысли. По его словам, наука не может существовать без господдержки, и сегодня Академия делает все необходимое для создания новых возможностей, в том числе в совместных проектах с российскими научными центрами. Истинные ученые есть во многих странах. Они и создают, и развивают науку. Потому что эта презентация для нас особенная. Подчеркиваю, она особенная. Во-первых, мы хотим поделиться с руководством страны нашей радостью, рассказать им об одном важнейшем проекте Академии наук Абхазии, связанном с развитием науки в Абхазии. Во-вторых, хотим обратить их внимание на то, что сейчас, когда формируется государственный бюджет Республики Абхазия на 2027 год, на предстоящие научные мероприятия необходимо обратить особое внимание. О важности и преемственности поколений говорил и директор Института стратегических исследований и международных отношений АНА, академик Вячеслав Чирикба. Он обратил внимание на то, что спектр научных интересов абхазской молодежи широк, от гуманитарных и естественных до медицинских дисциплин. Академик подчеркнул, что общая задача старших коллег – сделать так, чтобы труд молодых ученых был максимально комфортным и обеспеченным, и самое главное – нужным и востребовательным обществом. Я преподаю уже давно в Абхазском университете, и хочу сказать о том, что по сравнению с тем, что, скажем, было вот в советское время, молодежь не очень охотно идет в науку, поскольку это связано, конечно, с материальными соображениями. Вот. И когда люди идут в науку, молодые люди, это все-таки подвижники, которые знают, на что они идут, с какими трудностями они будут сталкиваться. Очень важная работа, мне кажется, по социолингвистике. Это первые работы, одни из первых работ по социолингвистике. Две наши замечательные специалисты по социолингвистике, Любовь Цвейба и Астанда Ахуба, писали работу о смене кода. Смена кода – это когда
люди говорят на одном языке, потом переключаются на другой язык и обратно. Таким образом, презентация сборника стала не просто отчетным мероприятием, а ярким свидетельством того, что у абхазской академической науки есть будущее, опирающееся на прочный фундамент знаний и энтузиазм молодежи. Алиса Адлиба, Владимир Капуза, Абаза ТВ.